Друзья, обхожу владения свои. И вот что с картошкой дальше происходит. По-моему, этой картошке уже ничего не поможет, но я сегодня скажу вкратце, что нам посоветовали, и съездили на опытную станцию, что там посоветовали. И чуть позже расскажу, что нам предстоит сделать. Вот этот участок, он очень сильно пострадал. Сейчас еще другие участки покажу. Там вроде беда не такая. Но естественно у нас ветер. Как я выйду на съемку, так всегда ветер. Вот так выглядит куст. Почти полностью листва как бы погибла. А этот участок, он возле дороги, который, кто смотрел там мои предыдущие видео, там посадку и спашку земли. А этот участок, он нормальный, вот смотрите. Все нормально, все зелено. Хотя тоже тут обрабатывали лазуритом. Вот. Для честности и для чистоты эксперимента тут тоже обрабатывали лазуритом. Тут листва полностью восстановилась. Даже есть отдельные листочки желтенькие, но картошка зеленая. Вот странные нюансы такие происходят. Уже некоторые кустики, в общем, картошка начинает даже цвести. С этим участком все нормально. И ботва такая зеленая, вроде, такая мощная ботва. Стебли мощные. Картошка начинает цвести. У меня, друзья, продолжение темы с картошкой. Как я уже показал вот ранее в кадрах, картошка не спешит восстанавливаться, а более того, наоборот, кустики планомерно, постепенно отмирают. Короче, мы отвозили этот кустик, такой кустик, который уже там все почернела ботва, отвозили на опытную станцию для проверки, на анализы, на болезни всякие. Так, картошка наша не спешит восстанавливаться, и мы договорились там в городе, в питомнике или что ли там, опытная станция, сказали, привезите нам вот этот куст полностью с землей, мы возьмем экспертизу. Сейчас я вот положу, выкопаем сейчас и отправим завтра в город. Маша едет и посмотрим, что там. Давай, Леша, копай там. Осторожно, чтобы картошка чтоб тоже была. Прямо вот, вместе с корнями, со всеми делами положим вон туда, в коробку. Это, наверное, слишком большой, да? Осторожненько поставь, дай. Надо было... Да ладно, вытаскивай лопату, пускай коробка так. Вот. Так. Все. Ждем, потом отправим, ждем результаты экспертизы нашей картошки. И, короче, нам сказали, что картошка болеет. Даже сказали название черная парша или что такое. Вот это заболевание. Но не исключили, что все-таки лазурит
повредило. Он, говорят, не так-то безвредный, но надо соблюдать некоторые условия. Там после полива не надо окучивать, не надо трогать землю 14 дней, 2 недели. У нас такой выдержки не было, где-то, наверное, спустя полива, где-то через неделю мы, наверное, окучивали, и вот после этого начались проблемы у нас. Скорее всего, я все-таки связываю, заболевание это черная парша, само собой, она есть, но все-таки эти ожоги связываю с лазуритом. И то, что не соблюдали вот это все, например, вот, что не надо трогать землю после полива лазуритом 2 недели. И так как все-таки в большей степени у нас подозрения на ожог от лазурита, чем от этой черной парши, мы все-таки решили немножко попытаться хотя бы реанимировать эту картошку. И нам посоветовали в той же станции, той же, ну, как сказать, лаборатории, что ли, сельскохозяйственной, ризоплан и гумат обильно поливать, чтобы картошка набрала вот это, листочки снять вот этот, снять ожоги, снять рецидив, так сказать, и чтобы набрала опять обратно эти, ну, зеленую массу. Хотя не знаю, что поможет, вот, даже не знаю, что поможет вот уже почти все сгоревшей картошкой, вот участки, где есть, очень сильно сгоревшие участки. Но мы все-таки попытаемся. Вот возле дороги там нормальный, как ботва нормальная, картошка растет, зеленая еще, даже цветет. А вот тут что-то не спешит у нас восстанавливаться. Не знаю, будем смотреть дальше. Будем все равно стараться попытаться, все равно просто так не сдадимся, попытаемся реанимировать эту картошку, которая сам уже, наверное, скорее всего, это от лазурита, друзья мои. И больше я уже не буду верить. В интернете показывают, что картошку лазурит не трогает, он трогает, и еще как, вот вы сами убедились. Все-таки я настаиваю, что это проблемы от лазурита начались. Вот так. А вечером, днем уже не будем поливать, потому что солнце, а вечером попытаемся все-таки сделать раствор из вот этого гумата и, что раньше сказал, я вот на языке слово вертится, ризоплан, что ли. Вот, раствор делать, соединить вместе и побрызгать. Вот такой обход у меня сегодня своего огорода, друзья мои. Потихоньку растут мелкие культуры, там свекла, морковь, огурцы в парнике, кабачки, лук зеленый, лук уже высокий, укроп еще маленький, клубника есть, но дрозды мешают, сорока там, дрозды, воробьи, всем хочется немножко покушать. Надо щетку так-то повысить. Ну что, друзья, наступило время. Тут приготовлен раствор, гумат. Вот такого получилось чайного цвета такая. И риноплан, что ли. Вот в таком корыте постепенно будем делать и постепенно будем поливать. Плюс 7 здоровый урожай. Сейчас вторую бутылку дай на какая-то, чтобы показать вторую бутылку. Это может быть не подойдет, оцинкованная. Подойдет, на. Так. А вот, ризоплан. Я говорю, риноплана. Ризоплан тут написано. Ризоплан Ж. Для защиты растений от комплекса болезней. Вот такая. На.
стал. Короче, сбора все участники преступления, вот Раиса Ивановна, сестра моя, Катерина и я тут сижу. Все участники преступления исправляем потихоньку ошибку, я не знаю, получится или нет. Но это, говорят, не химия, вот это, что я показал, ризоплан и этот кумат, они не химия, а какие-то биодобавки живые, активные. Вот, все, будем потихоньку поливать. Здесь будет новая картошка когда-то, в октябре. Да, там выкопали это. Вот эти листья, которые жженые, обожженные, как мы предполагаем от химии, сказали, вот листья поливать. Ну и мы поливаем. Вернее, Раиса Ивановна, моя сестра, поливает. Сейчас подключится потом еще Катюша тройлейкой. Вот так. Умка там недовольная. Что-то она там недовольная. Сегодня уже набегалась, нагулялась. Как говорится, век живи, век учись. Все. Прошли через это, на следующий год никакой химии, никакой. Есть слабенькая надежда, конечно, но хотя бы, чтобы другие дальше не прогрессировали это, вот, эти ожоги. А что уже нам у нас сожглось, не знаю. Вон сестра новый расхвалитель придумала, видите, веником. Катюша пшикалку взяла, лейку что-то забросили, а сестра взяла веник свежий, и вот веником так опыляет. Листья вот этим раствором. Ну, такие дела. Вот это у нас приключения в этот год. Картошка 2020. Это никогда не забуду я. Никогда не забуду свою ошибку, как говорится. Наука и себе, и детям. Ну что, буду заканчивать это видео. Видео в моем, так сказать, обходе территории. Вон, все, как уже говорил, все участники преступления сбора, вон, сестра и Катерина брызгают там. Этими витаминными средствами. И может и получится, может и восстановится. Но, по крайней мере, у меня есть страховка, там этот, который участок возле дороги, он вроде нормальный. Умка недовольная. Но хотя она сегодня гуляла. Ладно, всем пока, всем удачи, до новых видео. Всем желаю добра, живите богато, будьте здоровы. Все, всем пока. Пожелайте мне, чтобы у меня восстановился этот урожай. Может, много людей, когда желают одно и то же, все исполняется. Вот так.